Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно ли меня или видно? Отметьте в чате плюсиком. Хорошо, вижу. Вижу, да, хорошо слышно и видно. Ну что ж, продолжаем работу нашей кафедры. И сегодня вопрос связан именно с формированием естественно-научной грамотности на уроках физики. Чем вызван необходимость рассмотрения данных вопросов? Ну, вот проводятся различные международные тесты, составляются рейтинги по тому, как учащиеся данной страны проявляют себя в различных компетенциях, и где-то в каких-то пунктах российские школьники выглядят достаточно хорошо, а в каких-то пунктах не очень-то. И вот задача была поставлена президентом еще, по-моему, в 2018 году попасть в десятку стран, где наши школьники бы показывали отличные, хорошие результаты по таким вопросам, как читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, но и другие, естественно, тоже. Хотя сами уроки физики способствуют тому, что мы должны формировать научную грамотность на уроках физики, но вот на что здесь нужно уделить больше внимания, мы как раз сегодня и поговорим. Сегодня как раз будут затронуты вопросы, а вообще, что такое естественно-научная грамотность, примеры заданий по проверке формирования естественно-научной грамотности учащихся, ну и как можно формировать естественно-научную грамотность на уроках физики с применением учебно-методического комплекса, редакции «Бином», «Лаборатория знаний» авторов Генденштейна, потому что эти учебники активно внедряются в современную школу, и хотелось бы еще рассмотреть с этих позиций. При подготовке к данному семинару я тоже просматривал достаточно много литературы, информации, ну и мне показалось, что достаточно полно раскрыт этот вопрос был на вебинаре, на котором я тоже присутствовал. Этот вебинар проводила Лаврентьева Ирина Владимировна, доцент кафедры дисциплины естественно-научного центра и методик их преподавания Красноярского краевого института повышения квалификации. Поэтому я предлагаю посмотреть ее семинар, где будут раскрыты те вопросы, о которых я говорил. Где-то мы должны укладываться в пределах часа, будет время задать вопросы. Ну и поэтому я предлагаю сейчас приступить к рассмотрению данного материала, данного вопроса. Так, я включаю презентацию, надеюсь, будет слышно, видно. Если что-то не так, то вы в чате напишите. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хорошо ли меня слышно? Плюсик значит слышно, да? Можно начинать. Ну, всех рада очень видеть. Пока у нас 49 участников. Тема сегодняшнего вебинара называется «Формирование естественно-научной грамотности на уроках физики» на примере УМК издательства «Бином. Лаборатория знаний». Такой небольшой план. Мы сначала рассмотрим с вами вообще, почему мы занимаемся естественно-научной грамотностью, что из себя представляет естественно-научная грамотность, какие у нее есть составные части. И затем рассмотрим примеры заданий на оценку естественно-научной грамотности. И, наконец, перейдем уже непосредственно к формированию
естественно-научной грамотности на уроках, используя ОМК издательства «Бином». Россия принимает участие в нескольких международных исследованиях. Вот перед вами слайд Федерального института оценки качества образования, и слева столбик видов исследований международных, в которых принимает участие Россия. Это PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, PIAS. Самые разные международные исследования, но в двух из них так или иначе оцениваются достижения учащихся в области естественных наук. Одно из исследований – это PISA, международная программа по оценке учебных достижений, и TIMSS, международное мониторинговое исследование качества математического и естественно-научного образования. Каковы же вообще результаты России в этих двух исследованиях? Чем они отличаются и чем вызваны такие различия? PISA. Цель этого исследования – проверяются 15-летние школьники или учащиеся самых разных учебных заведений, которые получили обязательное общее образование. То есть обладают ли они навыками для жизни или полноценного функционирования в современном обществе. И есть три направления ведущих. Это читательская грамотность, математическая и естественно-научная. Причем естественно-научная, она только в наших российских материалах, а вообще в материалах оригинальных говорится о научной грамотности. И я тоже буду в основном говорить о научной грамотности. Так вот, обратите внимание на результаты в этом исследовании наших школьников в 2018 году. Результаты мы получили только в конце 2019 года, то есть они достаточно свежие, им еще меньше года, их долго очень обрабатывают, не сразу публикуют. Россия занимает 33-е место. И на диаграмме представлена динамика результатов по циклам. Вроде как с 9 по 12 намечалось некое увеличение среднего балла. Никак не сказалось, кстати, на месте России, все так же в четвертом десятке. Сейчас можно увидеть снижение на 9 баллов, причем достаточно такой бодрый отчет был, что в принципе средний балл хоть и снизился незначительно, но при этом позиция Российской Федерации в рейтинге стран практически не изменилась. Да, было 32 место, стало 33, практически не изменилось. Что с TIMSS? Здесь мониторинговое исследование четвероклассников, восьмиклассников, и в 11 классах там углубленная физика и математика. То есть мы вот посмотрим восьмиклассников. Обратите внимание на то, что место Российской Федерации в этом виде исследования 7-е. То есть мы вошли в десятку. У нас есть, как вы помните, наверное, поручение президента войти по качеству образования в десятку ведущих стран. И вот средневзвешенный результат, это нечто среднее, да, у нас как бы далеко от десятки, там 14,5 сейчас, и за этот цикл он никак не вырос. А у нас осталось всего 2 цикла, чтобы сильно так поднять место России в рейтинге стран по разным видам. То есть и по читательской грамотности, и по математической, и по естественно-научной. Так вот, здесь можно увидеть, что вроде как средний балл школьников, восьмиклассников России растет. Медленно, правда, замедлился рост вот с 11 по 15 год. За 19 год результаты TIMSS еще неизвестны, поэтому мы о них говорить не можем. Но что можно увидеть? Посмотрите, пожалуйста, вот на табличку внизу. Когда идет переход в разных циклах, вот с 2003 года четвероклассники, средний балл у них 526, в 2007 году четвероклассников уже 546,
но посмотрите, у восьмиклассников рост небольшой, да, с 526 до 530, а в следующем цикле снижение. А в последнем цикле, который представлен, снижение еще больше. Поэтому трудно говорить о том, что результаты этого вида исследования у нас, нас сильно радуют, потому что тенденция, на самом деле не очень радостная. Что проверяется? Проверяется содержательная область из 4 предметов в таком разном соотношении. Здесь и биология, и физика, и химия, и география. Ну и так называемые виды деятельности, они назвали знания, это простое воспроизведение, применение и рассуждение. Можно увидеть на диаграммках справа, можно увидеть то, что лучше всего химию и физику показывают, а биология и география так западают, а по видам деятельности простое воспроизведение в фактологии значительно выше средний балл, чем применение и рассуждение. С чем связывают такие результаты эксперты? И вот на этом слайде представлены виды заданий, которые предлагаются учащимся на уроках естественно-научного цикла, наиболее распространенных ОМК. Заданий на воспроизведение, то есть на знание, больше всего. Несмотря на то, что в тестах TIMSS их там 35%. А заданий на применение и рассуждение гораздо меньше, чем хотелось бы иметь. Поэтому говорить о том, что наиболее распространенные ОМК сработают на повышение рейтинга России по качеству образования, очень сложно. Поэтому мы с вами будем говорить о том ОМК, где есть тот материал, который позволил бы нам сдвинуться с этого безрадостного места. А что же ПИЗа? Да? С TIMSS мы сейчас с вами все уже закончили, потому что там пока все-таки 7-е место, а с 33-го нужно как-то выбираться. Для того, чтобы выбираться, нужно вообще понимать, а что проверяют, чем отличаются задания этого вида международного исследования от уже достаточно традиционных заданий ОГЭ и ЕГЭ. Вообще, что от нас хотят, что хотят от детей и почему все-таки наши дети не успешны, что такого они не знают и не умеют. Во-первых, нужно определиться с понятием естественно-научная грамотность, и в международном образовательном сообществе это способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознавания и постановки научных вопросов, для освоения новых знаний и для объяснения естественно-научных явлений, формулирования выводов, основанных на научных доказательствах. Вот я намеренно выделила здесь слово «научное», потому что в понятии естественно-научная грамотность все-таки ключевым является не содержание наших дисциплин физики, химии, биологии, а именно научный аспект. Поэтому мы больше будем говорить именно о научной составляющей. Кроме этого, нужно понимать, что естествознание – это форма человеческого познания, да? Нужно демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки, технологии оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурные сферы общества, и проявление гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. Вот это достаточно такое сложное, устроенное определение понятие естественно-научная грамотность, оно от цикла к циклу меняется, и в отчетах ПИЗы вы тоже можете посмотреть, как сейчас определяют понятие естественно-научная грамотность. Сейчас на слайде перед вами модель заданий и модель самой естественно-научной грамотности. И одним из ведущих составляющих является отношение.
attitude. Отношение, это ценностная компонента естественно-научной грамотности. Если у ребенка не сформировалось ценностного отношения к познанию, интереса к науке, понимания ценности научного изучения вопросов, ему неинтересно что-то узнавать, да, о научных достижениях, то очень сложно говорить о высоких результатах именно и сформированности естественно-научной грамотности. То есть мы насильно не желающего осваивать наш сложный предмет ребенка, ну, мне кажется, не научим. Поэтому в первую очередь, конечно, это формирование отношения, мотивационная, ценностная компонента. А вот с понятием знания здесь нужно поразбираться, потому что это не просто понимание основных фактов, идей, теорий, образующих фундамент научного знания, то есть не только знание о природе или знание содержания, но и знание о методах, как получается это самое знание содержания и насколько обоснованы те процедуры, в результате которых открываются новые знания в науке. Вот знания, которые должен ребенок продемонстрировать, они демонстрируются на определенном контексте. И вот это понятие, которое сейчас широко входит в образование, что из себя представляет контекст. Я смотрела практически все отчеты ПИЗы, начиная с 2000 года, и вот понятие контекста, оно у них такое плавающее, все время меняется. Иногда они рассматривают это как просто уровни на личном уровне, на уровне таком местном или национальном, или на глобальном уровне. Иногда говорят, что контекст – это вот те ситуации, вокруг которых строятся задания, связанные со здоровьем, связанные с опасностями и рисками, с окружающей средой, с полезными ископаемыми, с технологиями. То есть все время, вот, скажем так, поиск пока идет пути, но мы конкретно посмотрим дальше на примерах, как распределяются вопросы по уровням и, ну, скажем так, областям применения знаний. Вот типы научного знания – это один из вопросов. Мы уже с вами затронули содержательное знание или контент. Что сюда входит? Это знание вот не отдельно физика, химия, биология, география, как в TIMSS, а они объединены в системы. То есть физика и химия, они рассматриваются как одна система, физическая система. Биология, медицина, ОБЖ относятся к живым системам, то есть все, что связано с живыми организмами, и отдельно выделяют науки о Земле и Вселенной. Это и география, и геология, и туда же вошла наша астрономия, хотя мы вообще привыкли, что она все-таки как наша, чисто наша физика, к физике относится. Процедурное знание, то есть нужно знать те самые методы, которые используют ученые для получения нового знания. Стандартные исследовательские процедуры, нужно о них знать, ну и дальше мы увидим, что нужно ими еще и владеть. Ну и, наконец, еще один тип знания, который в нашей переводных отчетах оно не выделяется как отдельный тип знания. Ну, я переводила сама отчеты ПИЗа, и поэтому там этому уделяется огромное внимание. Это так называемое эпистемологическое знание, то есть знание о том, как наши научные представления становятся следствием нашего понимания возможностей научных методов исследования, обоснованности этих методов, а также знание смысла или понимание смысла понятий, таких как теория, гипотеза, наблюдение. И эти виды знаний необходимы как раз для выявления вопросов, которые поддаются научному исследованию.
Знание содержания мы рассмотрим только свои сейчас физические системы. То есть что выносится, какие содержательные вопросы выносятся вот на проверку, да, вокруг чего крутится вся разработка заданий именно естественно-научной области в ПИЗе. Ну, это строение вещества, это свойства вещества, это все изменения, связанные с веществом, это реакции, что химические, что ядерные реакции, это движение силы, энергия и взаимодействие вещества и энергии. Ну, например, свет, звук, радиоволны и так далее. Вот основные содержательные направления. Вокруг этого все крутится. Ну и в Земле и космические системы, там тоже, обратите внимание, последнее, это Земля во Вселенной, например, тяготение, Солнечная система, это тоже наша. Энергия в системах Земли, например, источники энергии, это тоже наша, но остальное как-то больше вот к географии, геологии, там, к истории Земли. Ну и технологические системы, одно время их выделяли отдельно, а сейчас они вошли внутрь физических систем. То есть отдельно, как содержательное знание, последние 2 цикла не выделяется. Процедурные знания, что сюда включают? Ну, это понятие переменных. Это понятие данных, понятие измерения, оценка и минимизация погрешности, усреднения, повторения, механизмы обеспечения воспроизводимости, представление данных, ну, то есть все, что связано с исследовательскими процедурами и с проведением эксперимента. Ну и эпистемологическое знание, здесь достаточно большой слайд, у вас презентация будет, поэтому вы, кто заинтересуется, подробно почитаете. Не буду сейчас останавливаться на этом описании. Ну вот перечень состав эпистемологического знания здесь тоже представлен. Это природа или сущность научных наблюдений, фактов, гипотез, моделей, теорий, цели и задачи науки, в отличие от техники и от технологий, ценности науки, ну и так далее. И вот в то же время еще один пунктик, на который я бы хотела обратить внимание, это как погрешность измерения влияет на степень достоверности полученных данных и использование роль-моделей и их пределы. Сами эти знания, они не проверяются вот как сами по себе, то есть их не нужно воспроизводить. Вот отличие заданий ПИЗы как раз в том, что эти знания должны проявиться в действии. И какие же действия должен продемонстрировать участник этого исследования. В ПИЗе используется понятие компетенции, иногда в переводных наших источниках вы можете увидеть понятие группа умений, ну вот и так, и так. Я иногда называю группу умений, иногда компетенции, вот уже вот так вошло просто в обиход. Итак, 3 группы умений или 3 компетенции. Это научное объяснение явлений, применение методов естественно-научного исследования и научное объяснение явлений, эта компетенция, она имеет определенный состав, то есть можно операционализировать эту компетенцию. Что туда входит? Ну, во-первых, вот самое примитивное, на что мы больше всего обращаем внимание, это вспомнить и применить соответствующее естественно-научное знание. То есть вот помнит, применит и ответит на вопрос, получит балл. Не помнит, не ответит. Но это одна из составляющих этой компетенции.
А есть еще ряд, ну, например, это идентифицировать, использовать, генерировать объяснительные модели и представления. И уметь предлагать объяснительные гипотезы, то есть почему процесс протекает так, а не иначе. Делать и обосновывать соответствующие прогнозы. То есть это вопрос, а что будет, если вот мы поменяем параметры? А как будет протекать процесс, если? То есть вот умение делать прогнозы, оно свидетельствует о том, что ребенок понимает закономерности, то есть понимает суть явлений. Ну и объяснять потенциальное применение естественно-научного знания для общества. То есть, а вообще зачем нужно изучать физику в школе? Ведь сейчас в старших классах можно не выбирать физику по новым стандартам, например, ограничиться одной биологией или естествознанием. Следующая компетенция применения методов естественно-научного исследования связана с тем, чтобы ребенок мог, ну, сейчас перейдем сразу к составу этой компетенции, мог определить вопрос, который исследуется в данном научном исследовании. Но по-другому определить цель исследования, то есть по описанию исследования какого-либо определить, а что же вообще, или по представленным данным определить, а что же вообще исследовалось. Различать вопросы, которые можно исследовать научно. Ведь не каждый вопрос можно исследовать научно. Самому предлагать способ научного исследования конкретного вопроса, ну или описывать те способы, которые используют ученые. Смотрите, это все умения, которые проверяются заданиями этого вида международного исследования. Ну и, наконец, интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов как основная деятельность всех ученых. И это вообще одна из основ, деятельностных основ для научной грамотности. Каков же состав? Ну, во-первых, преобразовывать одну форму представления данных в другую. То есть у нас есть не только тексты, у нас есть разные формы представления данных. Это и таблицы, и схемы, и это массив чисел, это массив описаний, например. Это диаграммы, это графики. То есть данные могут быть представлены в самых разнообразных видах. Вот умение работать с данными и с большими данными – это одно из основных умений, которые входят в эту компетенцию. Дальше не просто преобразовывать, еще следующий шаг – это интерпретировать данные и делать соответствующие выводы, потому что интерпретация одних и тех же данных может быть просто противоположной, полярно различающихся. Ну, я приведу пример. Я как-то участвовала в одном из исследований по заказу РАО, мы выявляли факторы, которые влияют на область высоких достижений обучающихся на предметах естественно-математического цикла. И мы обнаружили следующий факт. Ну, данные нам говорили о том, что дети, которые учатся в физмат-классах, они лучше сдают литературу и историю, если они их выбирают, чем дети, которые учатся в гуманитарных классах. Ну вот получили мы такие данные. И интерпретация может быть абсолютно разная. Одна из математики сразу нам сказали, ну, конечно, математика, она же мозги на место ставит. То есть дети, которые пошли в физмат-класс, у них теперь, их так хорошо научили математике, у них так мозги стали хорошо работать, что они и литературу, и историю сдают лучше. Но есть же еще одна интерпретация. Ну, просто в физмат-классы идут дети просто более способные. А в гуманитарные идут не потому, что они танцевать и любят больше и стихи пишут, а потому что они труднее им осваивать физику и математику. То есть интерпретация одних и тех же данных может быть различной. Поэтому понятно, что нужно
и содержательные знания тоже иметь. Содержательные знания никто не отрицает в ПИЗе. Дальше умение различать аргументы, основанные на научных доказательствах, от аргументов, основанных на других соображениях, и оценивать научные аргументы и доказательства из различных источников. Вот у нас сейчас очень такой источник информации, как интернет, и с научной точки зрения оценить весь этот поток информации как достоверный, ну, мне кажется, очень сложно. Очень много, конечно, недостоверной информации. Здесь представлена табличка контекстов. Вот обратите внимание, вокруг каких проблем строится большая часть заданий. То, что связано со здоровьем, если мы говорим, ну, например, рассмотрим только одну строчку, если мы говорим, например, о личном уровне, то это конкретно поддержание собственного здоровья, то есть обращение просто буквально к самому ребенку, к участнику этого исследования. Это возможные несчастные случаи, это все, что связано с питанием собственным, да, с планированием питания. Когда мы говорим, например, о борьбе с болезнями, то уже не одного конкретного, да, человека, а в принципе, да, когда мы говорим о социальной передаче заболеваний, о выборе продуктов питания для определенной там местности, об общественном здоровье, то есть это просто другой уровень. Ну и, наконец, вот сейчас сильно актуальна у нас пандемия, да, это распространение инфекционных заболеваний, эпидемии. Вот мы сейчас это очень хорошо все на себе почувствовали. Я больше чем уверена, что в следующем цикле обязательно будет задание, связанное с распространением эпидемий. И, возможно, даже на примере вот ковида. Об отношениях мы уже несколько слов сказали, что здесь очень важно это формировать, и зависит это, конечно, не только от одного учителя физики, тут командная работа должна быть. Покажу несколько примеров заданий из открытого банка. Заданий, начиная с 2015 года, ПИЗа проходит в компьютерном варианте. И еще вот один момент, хочу ваше внимание обратить, что каждые 3 цикла, то есть меняется ведущий вид грамотности, который проверяется. Вот, естественно, научная грамотность была ведущей в 2006 году, в 2015 году и будет в 2024. То есть там еще читательская и математическая. Ну и понятно, что они добавляют разные, пробуют смотреть и глобальную компетентность, и финансовую грамотность, но это все-таки добавочные. А 3, математическая, читательская и научная грамотность, они являются ведущими. Итак, задачка достаточно известная, исследование склонов долины. Там учащимся предлагается объяснить выбранную процедуру научного исследования, описанного в блоке заданий. Нужно продемонстрировать понимание того, чем обосновано проведение 2 независимых измерений изучаемого явления. Почему несколько датчиков? Да, на каждом склоне по 2 датчика влажности, там, температуре, излучения солнечного. И принимались ответы, в которых назывались преимущества использования более чем одного измерительного инструмента на каждом склоне. Учет разницы в условиях на одном и том же склоне, повышение точности измерений. То есть правильным ответом мог быть разный ответ. То есть не обязательно перечислить вот прямо все факторы, почему мы используем там несколько датчиков. Здравый смысл помог более чем половине учащихся дать приемлемые ответы на этот несложный вопрос. То есть на самом деле вопросы и задания в ПИЗе очень простые. Вот там ничего не надо считать. Любое задание из ЕГЭ и даже второй части ОГЭ гораздо сложнее, чем задание в ПИЗе. Поэтому
тем и удивительно, что наши дети так плохо с этими заданиями справляются. Слева внизу указаны характеристики данного задания, то есть на каком содержании построено данное задание, какая компетенция оценивается, на каком контексте оно составлено, какова область применения, ну, в данном случае это природные ресурсы, и уровень сложности. Рассматривается как бы 3 уровня сложности, низкий, средний, высокий, но если вы все-таки доберетесь до отчетов ПИЗы и внимательно их почитаете, особенно за 2015 год, когда была ведущая, естественно, научная грамотность, там очень полный отчет, в отличие от 2018, и там показаны те познавательные уровни, которые демонстрируют учащиеся с 1 до 6 уровня. То есть там самый высокий уровень освоения естественно-научной грамотности 6. То есть что показывают учащиеся, участники. Когда я со своими педагогами на курсах анализировала, а вообще мы когда готовим учащихся, да, вот учим их там в основной школе, мы на какой уровень их выводим? И получилось так, что мы выводим максимум на 3 и в редких случаях, в исключительных, на 4. То есть на 5-6 уровне, естественно, научной грамотности такую задачу вообще не ставят, вообще вот из опыта своих курсов вообще не ставится. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши ученики, которые вдруг станут участниками мониторинговых исследований, нужно вообще-то понимать про познавательные уровни и на какой уровень на своих уроках мы должны учащихся выводить. Следующий пример – синдром гибели пчелиных семей, очень такая часто используемая в презентациях, в отчетах задача, когда учащимся предлагается выбрать один из 3 вариантов в каждом ниспадающем меню, чтобы продемонстрировать понимание того, какой вопрос исследуется в данном эксперименте. То есть что хотят узнать, какая цель была, да, то есть на какой вопрос исследователи искали ответ. И вот обескураживающие просто очень низкие результаты выполнения этого задания. Правильный ответ состоит в том, что ученые изучали влияние концентрации в пище на гибель пчелиных семей. Именно такой ответ указывает на то, что учащиеся правильно идентифицируют независимые и зависимые переменные в данном эксперименте. Ну вот мы же строим графики, мы же строим зависимости, говорим, что от чего зависит. Но тем не менее они на простых таких заданиях, не связанных, да, с содержанием, например, нашего школьного курса физики, не отвечают на эти вопросы. Характеристики тоже можете увидеть, они представлены. Еще одно задание, здесь вот уже наши физические системы, оно называется «Ископаемые виды топлива». Каждое как бы задание, оно состоит из нескольких вопросов, в данном случае задание состоит из 4 вопросов, есть задания, состоящие из 6 вопросов, и в одном задании могут быть вопросы разного уровня сложности на разные компетенции, на разном контексте, то есть или уровне контекста, то есть на личном, на местном, на глобальном. То есть вокруг одной же темы составляются самые разные задания, и тем самым проверяется комплексная оценка, дается грамотности. Тоже вот посмотрите на это задание и поехали дальше. Ну вот здесь есть пример задания на оценку интерпретации
данных и доказательств, когда учащихся просят проанализировать данные, представленные в таблице, чтобы сравнить этанол и нефть как источники топлива. И должны определить, что люди могут предпочитать использование нефти по сравнению с этанолом, потому что она выделяет больше энергии по той же цене. А этанол имеет экологическое преимущество, то есть здесь правильным ответом может быть любой ответ, в зависимости от интерпретации данных. Ну и еще одно задание тоже на интерпретацию данных. Вот очень низкий процент выполнения вот именно вот этого задания. Проводилось исследование группой под руководством Александра Юрьевича Пентина в школе Раменского района, и они тоже посмотрели, на какие же вопросы хуже всего дают ответы учащихся, и столкнулись как раз с тем, с математической формулировкой законов, то есть когда касается дела математики, тогда, конечно, результаты такие не сильно радостные. Тоже почитайте основные выводы, которые сделали исследователи. А мы перейдем с вами непосредственно уже к УМК. Что же есть в УМК? Издательство «Бином. Лаборатория знаний». Я видела Льва Элевича, и не только Льва Элевича, Игоря Николаевича. Это авторы этого замечательного УМК. Хочу сразу сказать, что здесь большая часть, скажем, компонентов естественно-научной грамотности может быть сформирована, когда мы используем вот только учебник, ну и материалы еще к учебнику, например, тетради для лабораторных работ при правильной организации учебного процесса. Коллеги, один учебник сам по себе, он, конечно, он замечательный, но он не решит всех тех проблем, если не менять методы работы. Ну, есть такое правило, да, что если ты хочешь получить другой результат, нужно начинать действовать по-другому. Поэтому содержание учебника таково, что оно позволяет сформировать естественно-научную грамотность при условии изменений методов работы учителя. То есть использовать его просто как книжку, которую нужно читать, вы, конечно, ничего не сформируете. Поэтому здесь, поскольку естественно-научная грамотность, она проявляется в действии, точно так же и работа с учебником, она должна обеспечивать другие методы работы. Ну, во-первых, сейчас начнем прямо с мотивационного фактора. И в этой версии учебника мне безумно нравится, что в каждом параграфе есть вторая часть, которая озаглавлена «Хочешь узнать больше?». То есть не просто вот со звездочкой, где ты там можешь или не можешь, или там тебе задают почитать больше, а вот твое собственное желание, насколько ты замотивирован, действительно ли хочешь узнать больше. И там материал содержится, который действительно вызывает интерес. Это и описание опытов. Ну, я думаю, что все-таки заинтересованные люди читали и работают по этому учебнику. Мотивационных факторов и вообще мотивационного материала в УМК просто предостаточно. И вот прямо вот обратите внимание, да, 10-е задание. Какое из известных вам физических открытий произвело на вас наибольшее впечатление? То есть это вот буквально вызов тех эмоций ребенка, что его точно же что-то должно поразить, да, воодушевить, вдохновить. И открытие ученых и чудеса современной техники, это, конечно, все приводит к тому, что ребенок, заинтересовавшись, действительно может показывать другие результаты. А вообще исследования в
в ПИЗе проводятся, там же не только детские работы, там же еще и анкетирование, и учителей, и директоров, много там комплексное исследование, и в разные годы там на разные аспекты обращаются внимание. И есть прямая корреляция, чем выше интерес у ребенка, тем выше его результаты. Поэтому, конечно, одна из главных задач – это привлечь ребенка к изучению предмета. Этому и домашняя лаборатория тоже способствует, когда ты сам проводишь опыты и можешь сделать для себя открытие. Дальше, когда мы рассматриваем прямо параграф, и в параграфе Лев Ильич регулярно говорит, я думаю, тоже вы слышали, что параграф – это канва сценария урока, и я еще так усилю, вот там написано «поставим опыт», значит, ставим опыт. И если он у вас демонстрационный, значит, ставим демонстрационный. Желательно, конечно, чтобы опыты, те, которые описываются, ставили дети, чтобы они видели, что происходит, чтобы они могли зафиксировать результаты своих наблюдений. То есть использовать ОМК как основу для сценария урока. Но мы говорили с вами о том, что есть такой вид знания, эпистемологическое знание, где нужно вообще понимать, что такое гипотеза, что такое наблюдение, что такое теория. Этот материал в УМК представлен достаточно подробно, понятно, логично описано. Поэтому содержательно все составляющие естественно-научной грамотности в УМК описаны. Вот какое бы направление вы ни взяли, не посмотрели, а вот это есть, да, есть. Чем отличается опыт наблюдения? Описано. Что должно подтвердить гипотезу? Для чего нужно проводить несколько опытов? Описано. Что достаточно для того, чтобы опровергнуть существующую гипотезу. Тоже эти все моменты, все эти тонкости в данном УМК представлены. Научный метод познания, да, как ведущий метод, на котором основан данный УМК, описаны все наиболее значимые опыты, все наиболее интересные опыты они представили. Вот здесь описан научный метод познания, физические модели. Коллеги, читайте, используйте. Ну и теперь задание. Вот самым важным, на мой взгляд, является не только теория, да, много источников теории, но и те задания, которые предлагаются учащимся. Мы говорили о том, что одна из составляющих компетенции – это умение сформулировать гипотезу, умение поставить цель исследования, умение придумать или описать, предложить способ исследования какого-либо вопроса. Для этого, понятно, нужно задания не те, которыми проверяется это умение, а другие задания. Когда ребенок сам предлагает способ исследования того или иного вопроса, когда он сам выдвигает гипотезу, ну, например, задание 3-4, какую гипотезу можно высказать, наблюдая за скольжением бруска, и так далее. То есть, смотрите, здесь непосредственно предлагаются задания, которые являются составной частью естественно-научной грамотности. То есть формируются заданные умения. Описываются также физические модели, и в презентации в первых слайдах я не озвучивала, но вы можете, там есть материал о моделях. Теперь посмотрите, вот вопрос, 12-й вопрос. Какую гипотезу проверял Галилей, бросая пулю? Подтвердилось или не подтвердилось? То есть это тоже вопрос, который требует и обсуждения с учащимися, и поиск ответов на эти вопросы, они как раз работают именно на формирование научной грамотности.
погрешности измерений, без них нельзя, как бы плохо к ним не относиться, но, коллеги, что это такое здесь представлено? И требования, формальные требования работы с погрешностями все соблюдены. Вот посмотрите, здесь тоже представлен опыт, который действительно можно провести, и в самом последнем абзаце обратите внимание, что предлагается объяснение. То есть вот здесь как пример существующих объяснений и как формулируются объяснения из результатов опыта. То есть результаты, то есть данные наши, и объяснения с научной точки зрения. Ну, наконец, мы дошли до предложения способов открытия новых знаний, да, или исследования вопроса. Ну, вот все эти задания, они из разных параграфов, поэтому номера тут разные. Это, с одной стороны, и объяснительные гипотезы, и предложить опыт, с помощью которого можно что-то сделать, или вообще, вот в 6-й, как определить на опыте, является ли данное тело кристаллическим или аморфным, то есть предложить способ исследования. Почему опасно резко тормозить? Предложить объяснительную гипотезу, объяснение с научной точки зрения. Ну, в данном случае, 15-е, представлены фотографии. Вот фотографии в данном случае – это те данные, с которыми мы работаем. То есть вот то, что мы наблюдаем. Эти данные еще нужно интерпретировать, то есть что мы видим из картинки в текст на научном языке. И дальше выделить основание, на котором можно сделать то или иное утверждение. Ну вот это как раз тот самый пример в отношении формирования естественно-научных умений. Вывод на основе данных. Вот попробуйте сжать бутылку, удалось, не удалось, и тут же не говорится, что она не зажмется или плохо будет сжиматься. То есть ты должен опыт провести, прежде чем ты сделаешь какой-либо вывод. То есть вывод на основе данных. То есть ты провел опыт, у тебя есть результат опыта, он как раз и является теми данными, на основе которых мы делаем вывод. И в том числе еще и на основе тех знаний содержания. То есть на самом деле, коллеги, неразрывно связаны знания содержания и те самые естественно-научные умения. Значит, ну, кроме заданий в параграфе, есть еще замечательные фронтальные практические работы при изучении нового материала, которые вплетены в ткань урока, и коротенькие исследовательские. Да, вижу, что Анжелика Васильевна тоже здесь. И что это реальные фотографии реального опыта, это просто замечательно. И смотрите, что еще очень важно. Вот последний абзац на этом слайде, что непосредственно после проведения работы учащиеся сравнивают, обсуждают свои выводы. То есть вот эти знания, в них ребенок утверждается тогда, когда он и поделился ими, услышал других, привел аргументы, контраргументы, согласился, не согласился. То есть вот во время обсуждения утверждается ребенок в своих знаниях, то, что вот он действительно получил, он действительно открыл, это действительно так. Ну и примеры здесь есть эти работы. Мне вот
вот эти задания и формулировки заданий, когда нужно обосновать выбор измерительного инструмента, который используется для каждого из видов измерения, это тоже относится именно к естественно-научной грамотности. То есть почему мы так действуем? Почему мы сделали этот выбор? Мы говорили с вами о достоверности научных знаний, они как раз и вытекают из обоснования либо процедур, либо выбора инструментария. И эти задания в ОМК присутствуют. Задание для проектно-исследовательской деятельности – это уже следующий шаг, когда уже на более таком обширном материале можно применить умения и тоже вот посмотрите, как задание сформулировано. То есть есть цель, да, есть название, есть цель. Измерение высоты здания и дерева. Научиться находить размеры больших предметов. Измерьте высоту, опишите, как вы делали. То есть вот это не что иное, как способ, который должен быть зафиксирован. И нужно пояснить, опять же, обосновать этот способ. То есть мы все время с вами говорим о компонентах естественно-научной грамотности, вот именно в их деятельностной составляющей. Это уже, я уже здесь повторяю, что нужно провести опыт, нужно объяснить, придумать как. Тоже очень интересное задание, которое направлены, с одной стороны, вот на развитие фантазии, да, на мотивацию, но и в то же время нужно получить свое собственное микрооткрытие. То есть есть объяснение, есть образец, есть пример, дальше действуй сам. Ну и вот совсем недавно вышли тетради для лабораторных работ. Фрагменты этих тетрадей можно на сайте увидеть в открытом доступе. Казалось бы, стандартные лабораторные работы, но они снабжены дополнительным материалом. Это самостоятельное формулирование целей, самостоятельный выбор необходимого оборудования. То есть вот это, вот, казалось бы, такие моменты, но они все работают на результат. Есть тренировочные задания до начала, позволяющие актуализировать знания. Учащиеся записывают результаты, то есть идет сбор данных. В конце каждой работы свой вывод делают, то есть то, что мы как бы и традиционно это делали, но вот вы, я думаю, посмотрите эти тетради, насколько интересно, там описаны лабораторные работы, не просто как готовая инструкция, когда ребенок только в роли лаборанта участвует, но здесь есть еще и составляющая, когда он должен что-то сделать и придумать сам. Ну и все. И теперь мы заканчиваем. Страничкой из учебника, когда мы будем изучать физику вместе. То есть ребенок вместе с учителем, вместе с одноклассниками, изучая предмет, или средствами предмета формируется более высокий результат. Это, естественно, научная грамотность, которая позволяет функционировать в современном обществе. Коллеги, если есть вопросы, я готова ответить. Итак, коллеги, вот мы послушали с вами выступление Ирины Владимировны, где она рассказывала о формировании естественно-научной грамотности на примере УМК Гинденштейна. А вы можете мне в чате написать, пользуетесь ли вы этим УМК или нет? Если да, поставьте плюсик, если нет, то поставьте минус.
Так, вижу, что Ида Горбачева пользуется. Елена Чупрова нет. Ну, я тоже работаю в физмат-лицее, мы УМК, мы пользуемся УМК, вот этот традиционный, Перышкин, Гутник, Иванов, Петрова. И вот здесь как-то немножко я не соглашусь с Ириной Владимировной, которая говорит, что другие УМК не способствуют формированию естественно-научной грамотности. На самом-то деле и УМК то традиционное, в которых во многих школах, Перышкин, Гутник, Иванов, Петрова, тоже способствует, о чем и Мария Арсеньевна Петрова, автор тоже учебника УМК Перышкина, говорит о том, что они сделали очень большие изменения, поправки, и вот в учебниках нового издания тоже учитывается то, что изменился подход к тому, что мы должны формировать у наших учащихся. Поэтому, я думаю, стоит на одном из заседаний, может быть, даже на следующем, посмотреть и разобрать, как вот этот наш традиционный учебник, наш традиционный УМК Перышкина тоже способствует формированию. Ну и вы в своей деятельности, так как мы все-таки попадаем под вот очередные контрольные материалы этого года, может быть, следующего года, где как раз нужно составлять задания так, чтобы именно проверять вот эти компетенции учащихся, умения именно на уроках физики показать, естественно, научную грамотность. Я в чате написал ссылки, где такие подобные задания можно посмотреть. И, наверное, при написании каких-то проверочных, контрольных работ тоже предлагаю включать подобного рода задания в свои проверочные работы для того, чтобы посмотреть, а учащиеся вашего класса обладают такими навыками или нет. И если западает этот момент, то надо, наверное, как-то переориентироваться и посмотреть, чтобы учащиеся наших классов, нашего города, нашей республики были готовы к проверке именно вот таких позиций, да, естественно, научной грамотности. Ну, поскольку, видимо, тенденция идет в этом направлении, вот те же самые лабораторные работы, да, пересмотреть подход к проведению, чтобы ученик не пользовался готовым инструментарием, готовым планом, а в большей частью сам придумывал план проведения работы, подборка оборудования и так далее, да, анализ проводил. Поэтому, конечно же, я соглашаюсь, что эти задания требуют много времени, но понимаете, когда будет сформирован банк этих заданий лично у вас, банки формируются и в открытых доступах, где вы можете брать уже готовые такого рода задания. Ну и новые методические материалы, которые будут выходить, наверное, они тоже будут выходить с учетом проверки именно этих компетенций и грамотности у наших школьников. Поэтому тенденция будет идти в этом направлении, и просто мы с вами должны быть готовы к этим изменениям, мы должны под них подстраиваться, да, ну, чтобы не быть в последних рядах этого движения. Поэтому это у нас с вами вопрос не закрыт. Мы на следующих семинарах будем поднимать эти вопросы, поговорим еще о том, как другие УМК позволяют формировать эти возможности учащихся. Поэтому будем работать в этом направлении и дальше. Ну, если ко мне еще какие-то вопросы, я вот в чате смотрю. Вот, если вопросов нет, то давайте заканчивать сегодняшнее наше занятие. Очень рад, что вы нашли выходной день. Ну, для нас часто суббота не выходной день, да, уроков много, но вы нашли время подключиться, послушать, задать вопросы, высказать свои мнения. Вот, поэтому всего хорошего. До свидания.